Библиотека имени Гаспринского открылась 30 лет назад. Айдер Эмиров стоял у истоков создания учреждения. Он возглавлял ее на протяжении 15 лет. Книжный фонд библиотеки собирали по крупицам. Сегодня ему вручили памятный подарок от главы республики. За 30 лет удалось подготовить хороший коллектив, который теперь знает не только библиотечное дело, там где они специалисты, но вот часть из них, которые уже работают давно, они хорошо ориентируются и в крымско-татарской культуре, и в литературе, и в истории, и в искусстве. Библиотекарь должен быть очень широко образованным человеком. Библиотека имени Исмаила Гаспринского располагает самой полной коллекцией крымско-татарских изданий, региональным научно- и методическим центром, лабораторией инноваций в библиотечно-информационном обслуживании пользователей. Значительная часть книжного фонда библиотеки имени Гаспринского уникальная. Общее количество ценных и особо редких изданий более 2000. Некоторые из них представлены в единственном экземпляре. Например, эта книга «Женитьба Николая Гоголя», переведенная на крымско-татарский язык Османом Акчахраклы и изданная в 1903 году, имеет исключительную ценность. Главное достояние библиотеки – ее читатели. Они разные по возрасту и интересам. Но есть то, что их объединяет – любовь к чтению и книге. Зера Варельджи каждый раз, когда прилетает из Турции, приезжает сюда. Рада, что на этот раз попала на юбилей. Я каждый раз сюда прихожу, чувствую такую гордость, вот свою крымско-татарскую, национальную, что вот у нас все так вот налажено, все так красиво сделано. И с удовольствием, конечно, посещают. В юбилейный день сотрудникам учреждения вручили почетные грамоты и благодарственные письма. Также не обошлось и без поздравлений коллег с материка. На сегодняшний день фонд библиотеки насчитывает около 60 тысяч книг и печатных изданий. Гузель Мамбетова, Арсен Фукала, телеканал Миллет.